Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие водолеи. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 21 по 27 ноября. Мы посмотрим, какими могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, либо по лунному знаку. Также напоминаю о том, что это общий прогноз. Не воспринимайте все буквально. Помните, ваша судьба только в ваших руках. Ставим лайки для обмена энергиями. И, конечно же, всем спасибо за эти лайки, за комментарии, просмотры, донаты, добрые слова, поддержку и обратную связь. Для меня это очень важно. И также, если я не замечаю в данном прогнозе какое-то совпадение, вы пишите мне в комментариях, я обязательно отвечу. Итак, водолеи. Давайте-ка будем смотреть с 21 по 27 ноября водолеи. С 21 по 27 ноября. Есть у нас первое совпадение, которое говорит об исполнении желания, об исполнении задуманного. Есть какой-то обман у нас тут еще, какое-то лицемерие со стороны какого-то человека, хитрость. Что-то продумано. Это что-то связано с деньгами, потому что деньги я перевернуть не могу. Смотрите, будут слезки. Вот слезки радости или печали. Ну, давайте-ка мы уточним этот момент, что это у нас за слезы. Потому что у нас здесь и обман с одной стороны, с другой стороны исполнение желания. Что это за слезы? По поводу какого-то движения. Может быть, слезы радости, приезд какого-то человека. Угу. Но также может быть не совсем положительного характера новость. Что-то туманно, что-то непонятно. Какая-то неприятность может быть. Связана с какой-то новостью и касаемо, вполне возможно, может быть, не получите посылку или может не получите вовремя какое-то письмо. Либо, наоборот, очень быстро получите какую-то новость, но не могу сказать, что приятного характера. Так, есть у нас здесь решение проблемы. Все-таки решение какой-то проблемы. Дальше. Трата денег. Придется потратить, поэтому может быть и неприятность какая-то, потому что придется потратить много денег на решение какой-то проблемы. Чтобы не было этих слез, придется потратить много денег, прибегнуть к какому-то, может быть, обману даже. Так. Конфликт. Ну, может быть, вот этот конфликт, какой-то обман может открыться. И на почве этого конфликта могут быть и слезки. И нужно заплатить, чтобы решить проблему, нужно заплатить много денег. Как вариант. Но есть у нас тут все успешно заканчивается, потому что у нас сопутствующая карта успеха есть. Так, я ее просто перевернуть не могу. Дальше. Так. По поводу конфликта, по поводу какого-то скользкого дела. Здесь главное, не попадитесь на крючок. Я эту карту тоже перевернуть не могу. Так. Ну, смотрите, и у нас все заканчивается приглашением либо в гости, либо вы каким-то застольем. Все заканчивается успешно. Потому что карта успеха есть, и застолье у нас тут есть. Ну, замечательно. Так. И неприятность. Ну, вот она, видите, неприятность таки все-таки показывается. Так, по поводу какой-то неприятности. Угу.
Так, давайте-ка подытожим. Подытожим. Начало недели, все начинается замечательно. Но тут откуда ни возьмись, все как-то вот это вот неприятность, да? Что за неприятность? Покажите нам, что за неприятность. Опять-таки повторюсь, я смотрю только кризисные такие карты, потому что, ну, исполнение желаний, слава богу. Вот. Это понятно, это хорошее событие, в любом случае оно исполнится. Но вот к чему быть готовым, это надо смотреть. Общественное место какое-то, связанное еще с женщиной, может быть. Какое-то общественное место в социуме. В социуме может быть конфликт вот этот вот. Понятно. Так, хорошо, давайте-ка подытожим. Начинается у нас неделя с исполнения желания. Исполнение желания. Решается какая-то проблема, но с помощью траты денег. Здесь может быть какой-то конфликт, может быть связан с каким-то обманом, хитростью или человеком лицемерным, да. То есть человек может смотреть вам в глаза, говорить одно, а за спиной делать какие-то свои темные делишки нехорошие. Конфликт, который может довести до слез в буквальном смысле, но все это успешно может завершиться, потому что карта успеха у нас есть. И здесь есть какое-то еще решение какого-то скользкого дела. Здесь главное не попасться на крючок. Это обман. Так, и все у нас успешно все-таки будет разрешаться, и все будет застольем. Кстати, еще может быть, смотрите, застолье, а после застолья может быть и конфликт. И это будет достаточно неприятно, то есть тоже как вариант. Так, ну вот такой вот для вас расклад. Давайте-ка смотреть подсказки и советы Архангела. А нет, давайте, подождите, что же я подсказки? Давайте-ка посмотрим, может еще что-то совпадает. Так, домик, события в доме у нас. Событие в доме. Вот здесь вот у нас будет событие в доме, а то я уже прям... События в доме. Здесь у нас скользкое дело. Здесь у нас теперь касаемо денег. Обман касаемо денег. Так, еще что у нас есть? На успех я не переверну. Друг. А друга я перевернуть не могу. Слезы по поводу друга. Либо за друга, либо человек мил вашему сердцу. Скажем так. Может, переживания какие-то или за друга, или друг поможет вам в какой-то ситуации. Так, дальше здесь нет. И здесь у нас как бы тоже пока ничего. Так, и давайте-ка мы еще посмотрим, что у нас по горизонтали совпадает. Пока что ничего. Так. И по горизонтали тоже ничего. Так, хорошо. Давайте-ка подытожим, что и уточним о том, что у нас будет какое-то событие в доме с застольем. Но может что-то закончиться либо конфликтом, либо какой-то неприятностью. Ну, в принципе, неприятность и конфликт, ничего хорошего же в этом нет, да? Тоже как вариант. Так, ну у нас еще деньги. Так, давайте-ка, наверное, знаете что? Давайте-ка я сначала все это. Так, начало недели у нас какой-то обман идет. Обман в плане денег может быть, прибыль. Могут быть слезы, конфликты на этой почве, но это конфликты не домашние. На домашние это не похоже. Но опять-таки здесь все успешно может закончиться. Разрешается все с помощью траты денег.
либо может быть какое-то решение и какая-то трата денег. Также есть исполнение желания. Может быть, вы давно мечтали, у нас тут есть карта недвижимости, приобрести какую-то недвижимость, да, и будет большая трата денег. Но обратить внимание на какую-то неприятность. Неприятность. Неприятность может быть связана с событием в доме. Но в событии в доме еще может быть, смотрите, застолье. То есть приглашение вас в гости, либо гости к вам придут. Какое-то застолье может быть. Угощение какое-то. Так. Слезы. Слезы еще по поводу, либо друг вам поможет в решении какой-то проблемы, либо по поводу друга слезы могут быть. Либо человека, милого вашему сердцу. Так, слезки. Ну, вот так, вот такой вот прогноз. То есть у нас есть прибыль, есть обман, есть слезы, есть друг у нас, есть конфликт, решение проблемы, много денег потратили, есть исполнение желания, неприятность и события в доме, застольем. Ну, вот как-то так. Вот такой для вас прогноз. Ну, так, давайте-ка посмотрим, какой же может быть для вас, какая же подсказка может быть для вас. Подсказка для водолеев. Пятерка Рафаила. Пятерка Рафаила. Все происходит по какой-то причине, не просто так. Оставьте сожаление и устремитесь навстречу счастью. Ищите светлую сторону. Также рыцарь Гавриила говорит о том, что время действовать. Инстинкт подскажет вам, как поступать. Вот такой для вас прогноз, дорогие водолеи. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.